Уже 7 лет Гудаутское районное телевидение вещает из центра города, расположившись в здании почты. Обветшалость фасада здания и отсутствие в нем капитального ремонта, безусловно, сказывается на его внутренних помещениях. Неделю назад во время непогоды и обильных дождей обвалился потолок в студии телевидения, в связи с чем было приостановлено вещание. Диктор Гудаутского районного телевидения Станда Паба отмечает, что обветшалая кровля здания приносит массу проблем во время записи эфира. Дождь прям капал. И нам приходилось и прерывать съемки, старались что-то подкладывать, потому что и со звуком были проблемы, и с технической точки зрения оператору было вдвойне сложно проводить запись. Ему приходилось без конца выключать камеру, отвлекаться. В общем, все было очень сложно, ну и в конечном итоге, вот во что все это вылилось, мы видим. Это проблема не одного дня, это был накопительный эффект. Практически всегда во время дождей помещение телевидения затапливает. Сотрудники своими силами пытались ликвидировать протечки кровли, но это не дало результата. Телевидение располагается на 4-м этаже. 5-й этаж практически разрушен, а о кровле здания говорить не приходится. Нам пришлось на неделю закрыться, чтобы переоборудовать свою студию, другое место перебазироваться. Конечно, это не дело, это очень затрудняет еще больше нашу работу, как она была. Но тем не менее мы сегодня готовы выходить в эфир, как обычно, по воскресеньям в 9 часов, и понедельник у нас повтор. Стоит отметить, что здание почты не находится на балансе районной администрации. Его собственником является республиканское унитарное предприятие «Абхазсвязь». Администрация города неоднократно просила передать его району, однако этот вопрос остается без ответа. Если бы его нам передали, мы здесь могли бы разместить почти всю администрацию района, все организации, которые нам подчиняются, принадлежат. По поручению главы района мы предварительно, первоначально сделаем хотя бы текущий какой-то ремонт, чтобы кровля хотя бы не протекала. Но опять-таки это ремонт будет тоже мягкой кровли, рубероида, где-то его подремонтировать, что-то такое сделать. Специалистов неоднократно мы привлекали, здание пока пригодно. То есть пригодно к ремонту, его возможно с ним сделать, его дальнейшей эксплуатации только после капитального ремонта. Капитальный ремонт мы пока делать не можем, здание нам не принадлежит. Таким образом, администрация Гудаутского района своими силами отремонтирует часть обветшалой кровли. Однако этого недостаточно. Все здание нуждается в срочном капитальном ремонте, иначе через несколько лет оно станет аварийным. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.